Всем привет, меня зовут Эрик, и вы смотрите последний выпуск специального проекта «Дети-герои». Да-да, к сожалению, последний. И сегодня мы познакомим вас с настоящими героями нашего времени. Ну а для начала давайте вспомним, о чем же наш проект. Наш проект о детях, которые совершили настоящий подвиг, спасли жизнь человека, помогли расследованию и остались равнодушными к чужой беде. Среди них есть и те, кто совершает подвиг каждый день, побеждая свою неизлечимую болезнь. Наши герои – герои не на словах. У всех есть медали, грамоты, а самое главное – любовь и признание близких. Сегодня мы успеем познакомиться сразу с 3 героями. Вы думаете, как все успеть за 13 минут? Я отвечу очень просто. Главное, не задавайте лишних вопросов и смотрите нас внимательно. Поехали знакомиться. Семен Давыдов – герой из города Кумертау. Наш новый герой сказочно богат. У него 3 братика и 1 сестренка. Все они называют его пожарником. В прошлом году Семен спас всех, вытащил из пылающей квартиры. Самое сложное было огонь как-то потушить. Здесь туман вообще был. И я вот здесь ходил, только когда дышал, вообще трудно было дышать. Эльза Юлдашева живет в селе Султанбеково Аскинского района. Чтобы сделать о ней репортаж, нашей съемочной группе пришлось проехать 120 километров по бездорожью. Девочка достойна этого, ведь она спасла жизнь своего брата. 3 года назад я вытащила брата из снега. Мой брат старше меня 3 года. Он самый лучший на свете. Анвар Садыков завершает наш цикл о героях. Отзывчивый и веселый парень живет в городе Октябрьский. Друзья его называют спасателем бабушек. Как говорят его одноклассники, он всегда им помогает. То кошку поможет найти, то элементарно через дорогу переведет. А настоящим героем он стал, когда помог бабушке-соседке, которая сломала ногу. Мне стало жалко бабушку. Всем, наверное, на моем месте стало бы ее жалко. Она лежала прямо посередине дороги и кричала от боли. Я не задумался, побежал домой за подушкой. Родители говорят, всегда уважай старших, помогай им. Ребята, а вас родители учат быть чуткими к чужой беде? Думаю, что у каждого из вас мамы и папы говорят, что нужно уважать старших и младших, иначе не было бы таких героев. Вот, например, Семен Давыдов, старший брат в многодетной семье. Именно поэтому, когда в квартире начался пожар, он почувствовал ответственность. Кстати, по вине Феди, который играл со спичками. Я спросила маму, может пожарить яичницу. Она зарешила. Я жарил, положил спички на окошко. Федя незаметно взял, я не увидел. Когда мы садились уже есть, я сказал Петь позвать Федю, а Петя к нему ходил и, увидел пожар. И пробегая, сказал пожар. Я хотел сам потушить огонь и, не мог. Я сказал всем выходить, а Федьки не было. Он орал в шкафу. У меня было, пока что было наполнено ведро, там подушка. Я хотел подушку потушить, пух от нее разлетелся на полу, начал гореть. Я воду вылил на пол, Федьку взял и вытащил. Взяли там 2-3 куртки, чтобы одну две для Федьки с Петькой и одну для Санька. Потом мы спустились на 1-й этаж. Как он рассказывал, то, что, говорит, внизу, говорит, его возле как к шкафу не подойти, говорит, перья, говорит, горят. Он пока бегал с водой, пытался сам тушить, но он просто видит, что он не справляется. Младшие 3 там были, получается, Люда, Петр и Сашенька маленький. Он их, как они были, в чем одеты, как говорится, босиком практически, он их в коридор вытолкал, стал Федора искать. И уже на крики, как говорится, он стал Федор, Федя, тот подал голос, что он в шкафу, а здесь уже пламя. Я, говорит, взял ведро, говорит, воду прямо так, говорит, вылил на пол, коленками, говорит, встал, шкаф открыл его, говорит, схватил, говорит, и мы, говорит, выскочили сразу. Быть старшим братом в многодетной семье, наверное, нелегко. Нужно всегда следить за младшими, они такие озорные.
В тот самый страшный момент Семен не растерялся, собрался мыслями, позвонил маме, которая была на работе, она вызвала пожарных. Сейчас в доме о пожаре напоминает только кусочек пола, даже запаха гари нет. Детишки обрадовались ремонту и продолжают расти на радость родителям. Семен настоящий герой, ведь если бы не он, то сгорел бы весь дом и было бы много жертв. Вот как говорит моя бабушка, беда приходит нежданно, как, например, в случае с Эльзой Юлдашевой. Мы играли во дворе, а он таскал дрова. В один момент я его потеряла и начал искать. Услышала голос. Голос доносился из снега. Я поняла, что он остался под снегом, и я начала копать. Копала и вытащила шапку. В этот год было много снега, и я не ожидал, что он на меня упадет. Когда я остался под снегом, я старался кричать, дышать было сложно и темно было. Я не помню, сколько минут было под снегом, минут 3 или 5. В это время папа пришел домой. Вместе мы вытащили Дениса. Денис очень сильно замерз и плакал. Мы завели ему домой, и мы дали горячий чай. Я благодарен Эльзе за то, что она меня спасла, она настоящий герой. Вот если Эльзе и ее брат Денис каждый день портфель носит в школу в знак благодарности, то Анвару никто спасибо не сказал. Но он не расстраивается. Почему? Сейчас он сам все ответит. Я не за спасибо это делал. Так, жалко было бабушку. Это же добро, а добро выполнять никогда не сложно. Анвар, как мы уже говорили, всегда помогает бабушкам. Ему их жалко, старенькие ведь совсем. И в этот раз, когда между двумя соседями разгорелся скандал, мальчик не смог остаться в стороне. Стояла обычная летняя погода, я пошел с другом гулять. Я выхожу, смотрю, толкает сосед, нашу соседку. По слухам, якобы она пригрозила ему палкой, а он испугался и толкнул ее. Это то место, где это происходило. Он ее толкнул отсюда где-то, она отлетела туда. Она кричала, звала на помощь, но никто не пытался ей даже помочь. Ну, чтобы облегчить боль, я под ее ногу подложил подушку. Мой друг Мехрубон вызвал скорую. Она ехала минут 15. Ну, долго она ехала. Она все этими 15 минут мучилась, лежала здесь на асфальте. Эта бабушка живет напротив нашей квартиры, ее зовут Баба Валя. Баба Валя, конечно, очень добрая, но острая на язык. Она ветеран войны. На 9 мая ей приходят письма от Путина. Она заходит к нам и просит прочитать, так как у нее плохое зрение. Вот видите, бабушка ветеран войны. Она сражалась за нашу спокойную жизнь. Как не помочь? Вообще Анвар призывает всех своих сверстников помогать друг другу. Друзья, напоминаю, что вы смотрите последний выпуск специального проекта «Дети-герои». Мы уже поняли, почему Эльза, Анвар и Семен стали участниками нашего проекта. Теперь время поближе с ними познакомиться. Но Сёма очень сильно боится огня. Маленький, когда он был в Новокузнецке, своем с Новокузнецка, он там у бабушки с дедушкой сам сделал пожар, и 2 недели после этого он не разговаривал. То есть он огня боится. И вот я никак не могла ожидать, что вот он так поступит. Конечно, горжусь им. Но теперь понятно, почему Семен смог вовремя собраться и найти выход из пылающего пожара. Я баловался тоже спичками, просто кинул и, поджеглось. Я не видел, что там пожар, а оказалось, что сзади горит. После первого пожара я больше не играю со спичкой, потому что огонь опасно. Друзья, повторяю еще раз, спички не игрушка. Знайте, что каждого из вас любят ваши родители, и они не хотели бы, чтобы с вами что-то случилось. Лучше займитесь делом, как, например, Эльза или Анвар. Кроме учебы, я занимаюсь рисованием и вязанием.
Вяжу 8 лет, мне уже это нравится. Крючком очень удобно взять. Вяжу плед для стульчиков и разные носочки. Получаются очень красивые подарки. Я дарю друзьям и родственникам. У нас очень красивая школа. В этой школе я учусь первый год, и мне это нравится. У нас в школе есть танцевальный кружок. Мне очень нравится танцевать, и мы танцуем русские народные танцы. В свободное время я хожу на тренировки. После тренировки делаю уроки и иду гулять, когда успеваю. А тренировки я стараюсь не пропускать. Я занимаюсь видом спорта борьба на поясах. Мне понравился этот вид спорта. Я туда хожу второй год. Друг предложил сходить. Я сходил, понравилось. Я борюсь только на соревнованиях, на тренировках, а в жизни стараюсь не драться. Я всегда стараюсь все решить мирным путем. Я мало занимаюсь, и у меня не так уж и много медалей. У меня есть медаль за первое место. Я получил в Урусах. Было очень тяжело занять первое место, но я все-таки смог. Это такое чувство, когда после схватки судья поднимает руку. Это чувство не сравнится, наверное, ни с чем. Ну и в конце нашего последнего выпуска мы задаем главный вопрос нашим новым знакомым. Можете ли вы себя назвать героем? Слушаем ответы. Я чувствую себя героем, но я не знаю, как себя чувствую. Я хочу еще много-много жизни спасти и не дам огню забраться в дом. Я все равно боюсь огня, но в тот раз мне надо было преодолеть свой страх и не бояться огня. Герой – это человек, который помогает людям. Я считаю себя героем, потому что я спасла брата. Герой – это тот, кто борется за родину, что-то в этом роде. А так обычная помощь, мне кажется, на мой взгляд, то, что я совершил. Я не считаю себя героем. На моем месте, думаю, каждый бы так поступил. Вот так и подошел к концу наш специальный проект «Дети-герои». За 7 выпусков мы смогли познакомить вас с детьми, которые дали согласие на интервью и нашли для нас время. Мы всем говорим огромное спасибо и напоминаем, что вы настоящие герои.